Так, посылочка. Посылочка пришла. Ну, наши российские капканы. И гуманные, и многозахватывающие. Вот. Ну, вот эти капканы мне знакомы, я с ними уже давно работаю. Ага. Когда первый раз их года 3-4 назад получил, они работают, эти капканы. Очень хорошие капканы. Мне нравится, что тут как на тех, ну, это, здесь у них где захватывает сторона, да? Стачивать ее не надо, короче. Их отваривать надо, конечно. Очень хорошие капканы на волков эти. Вот эти старая добрая одинерка. Это хороший капкан. Знаем мы ими, как пользоваться. Двоечка, троечка. Вот троечка хорошая. Старину еще в советские времена их выпускали. Вот что-то подобное. Только вот здесь у него не плоская была, да? А вот круглая была. На волков тоже очень хорошо работает. И почему-то вот на таких на троечках, короче, волк попадается и ее за запястье берет. И почему-то, короче, волк не грызет. Не отгрызает лапы. Видать, в морду совать вот это вот, может быть, мешает. Из-за этого может быть. И почему-то, ну, больше 10, даже 2 недели может ходить с таким капканом. Но не отгрызает ногу. Так-то хороший капкан этот. И давящие. Тут интересный экземпляр есть. Вот этот вот. Вот этот надо как-то разобрать, посмотреть, что он из себя представляет. Чтобы не до конца сжимало. Сделано, да? Интересно. Так вот захватываю. Ну тут, ты видишь, я думаю, сильно много тут это как его. Вот расстояние-то. Вот эти маленько бы подточить. Это надо вытащить, посмотреть. Это трубочка. В комплекте же. Разберемся, посмотрим. Вот эти капканы тоже как-то их ставить. Но там инструкция есть. Главное их не перепутать местами. Вот тут интересный капкан был. Ну это тройка. Тройка, четверка. Четверка тайга. Давно их выпускали. Вот видишь, упаковка какая хорошая. О, нулевка, старая добрая нулевка на соболе. Что у нас? Уралец тоже. Одинерочка. Вот это язык-то большой, вот ее под след будет хорошо ставить на соболе. Вот этот вот интересный капкан. Вот он меня заинтересовал. Видишь, почему-то у него тут язычок еще есть. Видно, что он давящий. Язычок отдельно у него. Сыпет. Нулевочка тайга, да? Ну да, нулевочка тайга. Хороший капкан. Так, ладно. Так, ну понятно. Это, оказывается, это для отлова животных.
Вот как раз пригодилось бы на этого, да? На росомаху. Это мне давно, правда, говорили, что росомаху надо поймать для зоопарка. Можно ее попробовать. Вот. Я что-то не дотумкал, как эту петлю зафиксировать. На это вот должно туда одеваться. Вот это вот петля. Она тугая. И если на ноге затянется, она не отпустит. Тугая она, ага. Так и будет таскать. Это получается как сопротивление, да? Все равно эту сторону хотел одеть. Не получилось. Ну да, это как... Это как сопротивление, короче. Мягкое, типа. Но в этом что-то есть, ага. Росомаху. Спокойно можно, а? Кажется, ее обтачивать не надо, это для отлова. Ну, чтобы живым, с минимальными повреждениями, как говорится, поймать. Ну, понятно. Там маленько обточить надо будет, да? Посмотрим. Ну, вот эти вот, ну да, ставятся так. Давящие капканы. Нет, в принципе, сейчас по правилам охоты многозахватывающие запрещены же, да? Ну, уже их здесь копилку покупал. Лучше. Копилку покупал. Это хорошие капканы. Евросоюз, сказал бы я. Это тоже на волка пойдет. Раньше такие чуть побольше размером выпускали. А последние у них вот эти вот пружины хреновые были. Так, видишь, более-менее сделали. И не потеряется. Тут выставлю. Что-то их уже второй год тут нет у меня. Эти давящие. Выставить на кого попробовать. Надо вот раз прислали-то. Вот такой же. Тут тугой, ага. По пальцам попадет, взвоешь. Попробую вот эти два выставить на этого. А тут у меня норка живет рядом. Куницеобразные. Там два-то уж точно. Один здоровенный. Мелко бегает. Не, ну с этими-то как след поставить, взять. И недолго эти. Да? Поймать можно. Мы с ними всю жизнь обращались. Но при людях, как говорится, не будем нарушать правила охоты. Сейчас положено только такими давящими давить, да? Пушного зверя мелкого. А, вон еще. Вот это вот меня очень обрадовало. Видишь? Вот эти я обязательно попробую. Вот бы на контур. Это далеко ехать придется. Я сейчас через пару дней на трассу выскочу, да? По Анге уйду вверх. Там, может, выставлю. Засниму.
давно интересовался этим. Пружина крепкая. Ну, интересовался ими. Это очень хорошая штука должна быть. Разберемся. Бобр-капкан. Пружина тугая, ага. Этот-то волк наступит. В самый раз так схватит, долго будет таскать. И лапу не отгрызет. По-любому. Вот это вот он может потерять. В принципе, может и остаться, может и оторвать. Язычок по-любому он поломает. Не, но это зависит от того, когда подойдешь. Если недавно попался, то еще, может быть, будет. А если так долго потаскает, это зверь такой, что это... Ну и бобр, видать, тоже нехилый зверь-то, раз на него такие капканы делают. Здоровенные. Крепко, видать, сильный зверь, а здоровый зверь. В принципе, это может крутиться. Вот тут бы подварено было бы, да? Еще бы лучше было бы. Тут это вот трос, короче, привязать. Может, как-нибудь под другим углом и трос оттуда вытащиться может. Это-то я поставлю на волка аккуратненький. Хороший капкан. Так, ну эти пока разбирать не буду. Вот это я тоже возьму с собой. Приставлю. Так, ну эти-то пускай пока полежат. Статья 8.37. 1,2. 1,2 будет. Если с такими капканами поймают. Всю жизнь с такими капканами работали, а потом на тебе запретили. Давно уже, лет 5, может 6 даже запретили. После этого я эти давящие начал применять. Их тоже, ну, считай, всю жизнь копил. Лет больше 30, как охотишь, каждый год. По 20, по 30, по 50 покупал. Они же все равно ломаются, теряются. Ну, со 100 капканов это за сезон десяток безвозвратных потерь бывает. И каждый год приходится восстанавливать количество. А вот эти вот давящие. Так-то это хорошие капканы тоже. Вот это 140. Иногда срабатывает, и иногда не срабатывает. Но так-то ловятся на них. Вот эти вот хорошие капканы. С двух сторон работает. Типа канадских, что ли, сделан. Ну вот как раз. Как он завод называется? Сред Урал. Автострой. Сред Урал. Автострой. Ага. Как-то вот разновидности у меня. Ну, вот из них. Ну вот это вот, вижу, КП 140. А вот этот вот, он и есть, наверное. А так-то вот эти вот очень хорошие капканы. Обычно бывает же, к капкану подходит, короче, ну, который многозахватывающий, да. Возле капкана топчется, и
через капкан шею вытягивает, он же чует, что железо-то, да? Шею вытягивает, приманка принюхивается, пробует оторвать, и чик, и уходит. Через одинерку, короче, вытягивает шею туда. Там попробует, короче, вот приманку принюхаться и уходит. А вот с этими-то это вот не срабатывает у него. Чтобы туда голову просунуть, ему надо вот это вот шевельнуть надо, да? И хлоп, и есть. И когда удачно попадает, ну, в большинстве случаев он на месте и остается. Как попался, так и лежит. Вот за голову-то, за туловище, как с обеих сторон схватит, ухватит. И все, и крепко бьет-то. Ну, сперва я и боялся с ними работать. А. Вот на этот-то я пальцем попадал, ага. Ну, когда еще, ну, скользкие были новые. Смазка, что ли, остаток был. Нет, соскользнуть, как по пальцу пару раз попадал после этого. Бояться начал, ага. С этим-то еще везло пока. Нет, ну, главное, вот такие капкан хвататься, без сомнений. Не сомневаться, короче. Ты начнешь как-то дубок-дабок. Тут тамарин, все, сидишь там. Сам будешь выйти на луну. Раньше с этими многозахватами зимой. Это где-то после середины ноября, конце ноября, начало декабря. Вот по лесу пешком шаришь, за оленями ходишь там. Ну и 4, 5, 3, ну, парочку таких капканов. С собой в рюкзачок положишь и идешь. А местный соболь-то он на капкане идет же, на приманку-то. А в это время, перед морозами, он, короче, ну, накаря, ну, держаться начинает возле гнезда, короче. Ну, вот в это время по тропками. Там найдешь, где натоптано. Типа пройдешься, найдешь тропиночку или еще лучше гнездо найдешь и туда втыкаешь этот капкан. И вот когда послед ставишь, ну максимум 3-4 дня и попадает. Еду там, типа баранки еду. Так вот на этом мысу должен быть капкан. Остановился, выбежал туда, чик по следам подошел, забрал соболет. Поехал. Это уже как традиция же у нас была. Ну, под следоход мороз. А сейчас вот видишь, в году-то Евросоюзу какому-то запретили. Их гуманным способом надо убивать, говорят, зверя. Эти-то работают. Хороший капкан. Ну вот, где у меня норка живет. Ну вот, буквально вчера бегала тоже. И до этого бегала. Живет она тут. Что-то под лед залазит, видать. Там тоже что-то дырочка у нее. Там по берегу натоптана. Вот тут вот прямо возле этого и попробуем поставить. Ага. Там тоже тропиночки. Не, ну тут рядышком, короче, вот эти два давящих поставим. Ну хорошо, выставил. Этот капкан, который с язычком. Мне это что язычок отдельно не нравится. Потеряться же может, если биться будет. Вот 2 части. Зафиксировал, чтобы не утащил. А это вот палочка, ну, снегу. Ну, снег примораживается. Там еще где-то
внутрь снега он сантиметров 40 уходит. А когда снег подмерзнет, не держать будет. Никуда не денется. Это приманочка внутри, глухариное крылышко. И вот еще одну выставил. Вот этот, ну, который дерево прибивает. Согласно инструкции, как говорится. Вот она. Тоже хвостик этого. Чтоб подход только с одной стороны был. Вот заложил эти. Так-то эти куницеобразные, нелюбопытные. Сразу вот как увидишь, что тут работал, снег разрушил. Ну, видите, подскочит. И здесь подаль дома не живет. Или заходит. Там, наверное, здесь плюсик маленький. Может, рыбка какая маленькая остается. Или что там. Живет, питается. Да, ну ладно, здесь вот этих двух хватит. Ну а вот этого вот я на сбежку поставлю. Что-то он больно понравился на сбежку делать. На сбежку очень хорошо будет. Я сейчас по дороге поставлю. Их у меня там несколько штук есть. И все, ну, однотипно на сбежку выставлю. Ну вот, на сбежку, ну как-то так. Оказывается, когда вот привязываешь, этот язычок как-то в сторону уносить надо, да? Вот так вот. Типа этого. Но надо это, ну, слетать не мешало. Вот так вот. Ну, соболюшка тут бегает.